Beredar sebuah video yang memperlihatkan adegan saat pejuang Rusia membebaskan sebuah desa di arah Donetsk Selatan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Pertempuran yang terlihat dalam rekaman ini diketahui berlangsung di sekitar wilayah Novomikhailovka. Militer Ukraina coba melakukan perlawanan di area ini. Aksi saling serang terjadi dan tak dapat dihindarkan. Sempat putus asa, militer Ukraina terus lakukan perlawanan meski kekuatan militer Rusia susah untuk mereka taklukkan. Который противник оказывает отчаянное сопротивление. Они ночью и днем, соответственно, наблюдают, засекают, куда мы попадаем, и стараются минометами и всеми тяжелыми не давать нам продвинуться даже метра. Но все же мы вырываемся и делаем наскоки, и неожиданность все же срабатывает. И наши, как говорится, вперед, и шагу назад. То ли мертвая голова, то ли веселый рожь. Штурмовик с позывным «Перец» показывает шеврон, найденный на месте. Очевидно, наши бойцы противостояли отборной эмоциональности. При этом заметно, охотный забор. Штурмовики прошли Новомихайловку насквозь, центральный Юрьевск. И в конце выдвинули флаги России и Москвы. Из рюкзака десантника «Перец» достает новенький противогаз. Такие же спасли группу во время последней и яростной атаки. Видимо, флаги националистов подняли в воздух десятки беспилотников. Укрытие морпехов сверху забрасывали гранатами и зажигательными боеприпасами. Когда они дронами нам пробили крышу и зажгли, закинули туда зажигательную, у нее температура горения очень большая. Когда я противогаз одел, у меня эта вся сторона, можно сказать, оплавилась. Серьезных ранений. Операторы ударных беспилотников группировки «Восток» сожгли несколько единиц бронетехники, уничтожили большое количество живой силы наступающего противника. Морпехи еще сутки удерживали позиции до подхода наших подразделений. Ночью националисты несколько раз пытались его атаковать. Штурмовик с позывным «Чех» показывает фигуру, нашел недалеко от разрушенного корабля. Когда выходил с ним, попал под удар кассеты. Всю эту бомбу прямо в дом врезался, в угол дома. И все эти бомбочки разлетелись вокруг меня. Я просто весь в дыму был, в огне. Думал, во мне дырок немерено. Оказался весь целый. И икона, как вы видите, тоже уцелела, даже ни одной царапины. Когда Новомихайловку восстановят, я так думаю, и когда восстановят Брамса, мы вернем ее на ее место, там, где она должна быть, там, где ее дом. Штурмовики постоянно тренируются, оттачивают навыки тактики захвата вражеских опорников сюда на полигоны, в районы ближайших боевых соприкосновений отправляют, в том числе и уже опытные бойцы морпехи, за плечами которых освобождение ни одного населенного пункта. Сейчас морпехи не хотят цепочь на острие атаки, поддавливают противника в дистанции. Все те, которые практически перекроют снабжение препятствий. Напоследок «Перец» показывает флаг, который привез из дома. С ним освобождал Новомихайловку, и который планирует поднять еще раз для освобождения. Каждый населенник решит, будет фиксировать. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.